Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину. Сейчас мы с вами в нем поковыряемся и узнаем, какие чувства он от вас скрывает. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, назовите его по имени, обратитесь к нему. Так и спросите: мой милый, дорогой, какие чувства ты от меня скрываешь? И давайте смотреть. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы ходят мне, дорогая, что сейчас от нас скрыто, то, чего мы желаем услышать и узнать. Ой, какой честный мужчина пришел. Он решил во всем признаться. Не знаю, хорошая это новость для вас или не очень, но признаться есть в чем. Давайте начнем, пожалуй, с самых глубинных его чувств. В глубинных чувствах у него к вам какая-то дикая, как не привязанность, а необходимость, наверное, да. Он и привязан, и вы ему вот прям как воздух необходимы. Хоть он это внешне отрицает, а может быть даже словами вам сказал, что вот нет, я могу без тебя, я смогу без тебя. Ну, все неправда, да? Как говорят в народе, брехня. На самом деле очень к вам привязан, и я бы даже сказала, зависим от вас. Но вот бывает же зависимость. Вот он от вас зависим. Это чувство он... не то чтобы не признает, он боится себе, даже самому себе в этом признаться, что он от вас зависим, что он к вам привязан, что вы его воздух, понимаете, вы его кислород. Понятно, что если кислород ему перекрыть, то что с ним будет? Правильно, его не будет. Вот. С одной стороны, это его очень пугает. Но потому что ни к одной другой женщине он не был так привязан. А с другой стороны, он все время пытается, как, знаете, проверить, да, насколько же сильно я к ней привязан. Он не может же быть абсолютно. Иногда, девчоночки, он делает какие-то маневры, ну, типа, когда вы там ссоритесь, либо он там специально там, может не писать, не появляться, где-то там задерживаться, пропадать. Это он сам себя проверяет. Насколько сильно я к ней привязан. Насколько сильно я без нее не могу. И вот каждый раз у него один и тот же результат. Вот прям на 100% ты не можешь без нее, на 100% ты к ней привязан. И вот он все равно, знаете, как дурачок бьется в стенку и не такой: я докажу, что это не так. Но сам себе больно делает. Ну и вы, конечно, такая на него смотрите и думаете: ну вот что с тобой не так, да, чего тебе не хватает, почему так себя ведешь? Ну да, не совсем зрелый. Либо этот юношеский максимализм до сих пор у него там в попе играет. Ну, бывают такие мужчины. Хотя, мне кажется, они в любом возрасте такие. Так, что он еще скрывает? Ну, вот здесь будет неприятный момент, даже, возможно, обидный момент. Он скрывает свою зависть к вам в части вашего социального развития, общественной жизни, реализации, карьеры, ну и опять же мозговой активности. Да, он у вас такой немножко патриархальных нравов, но как бы косит под современного, хотя это вот правда не так. Он был уверен, вот прям крест на пузе, я уверен, что женщины глупее, чем мужчины. Либо женщины, ну, там, немножечко в развитии отстают от мужчин. Ну, как же, мы же там, это Y-хромосома, как же так, да, не может быть по-другому. Может быть, каких-то там дурачков наслушался, либо каких-то лжеисследователей обчитался, посмотрелся, может, в интернете что-то увидел и такой: о, ну да, я же мужик, альфа-самец, а женщина не так, самочки, да.
И тут как бы жесткая реальность. Умная, красивая, самостоятельная, независимая, успешная. Ее все любят, ей все восхищаются. Меня в 3 слова просто вот за пояс запихает. Гораздо более начитанная, более эрудированная, более развитая. И так можно, знаете, до бесконечности. Никаких рук не хватит, да, что пальчики загинать. Вот. Противно. Ему от этого становится противно. Если раньше у вас какие-то были разговоры, какие-то даже, может быть, баталии были, он там пытался поспорить, пытался блеснуть своей эрудицией, своей начитанностью, там, академическими знаниями, да, ну вот как-то не очень у него это получалось. И вот он уходит от этого. Ну, потому что действительно это обидно, это унижает его мужское достоинство. Как эта женщина умнее меня. Вот со временем он действительно это принял, осознал. И вместо того, чтобы подтягиваться к вам, слушать вас вот с открытым ртом, впитывать всю ту информацию, которую вы даете, плюс, опять же, повторять за вами, вот как вы живете, чем вы живете, как вы с людьми общаетесь, как вы карьеру выстраиваете, он ушел просто вот в такую, знаете, зависть. Зависть, да, девочки, он вам завидует тому, какая вы есть. Он не хочет меняться. Да, ему бы лучше было, если бы вы там деградировали до его уровня. Но так оно не работает. Деградация невозможна, особенно для такой яркой женщины, как вы. Вот он и завидует, девчонки. Критиковать вас может пытаться вселять в вас сомнения. Ну, допустим, вы там делитесь какими-то своими идеями, мыслями. И он такой говорит: да нет, я точно знаю, нет, да, там, не иди, не делай, не лезь. Вот он это делает специально. Ему не хочется, чтобы вы были более успешнее, чем он. Но при этом он понимает, что я не потяну. Вообще не потяну. Я так не смогу. Ну, как рожденный ползать, летать не может. Понимаете, вот в этом ключе. Здесь нужно это прорабатывать, девчонки, потому что зависть — это очень поганое чувство. Самое поганое чувство, которое может испытывать человек. Даже хуже, чем ненависть. Зависть, она разрушает, она выжигает. Здесь нужно прорабатывать, и желательно прорабатывать со специалистом. Психотерапевт, психоаналитик. Может быть, даже кому-то и психиатр потребуется. Хотя я не думаю, что все так плохо. Главное, чтобы он, ну, понимаете, тащить его, конечно, к своему уровню — это идея, но он будет сопротивляться. Понимаете, он прилюдно никогда не признает, что он глупее, чем вы, либо менее развит, чем вы, либо менее успешен. Даже если будет это очевидно, все равно он этого признавать не будет. Вот здесь, может быть, вам действительно с кем-то посоветоваться, либо, может быть, поизучать литературу, да, психологической наклонности, вот как можно человека вывести, как можно стимулировать, мотивировать, да, чтобы он выходил из зависти и шел именно в развитие. Вот это надо, это обязательно. Так, ну, ревность тут тоже присутствует. Причем ревность не просто там к мужчинам он вас ревнует, он вас ревнует ко всему, что движется. Но вот не поверите, он даже может и к предметам, которые не движутся, ревновать. Ну, например, там, к сериалу, к телефону. Косметичке вашей может ревновать. Ну, а что говорить про людей? Тут ревнуют ко всем, к вашим близким, к подругам, коллегам. Если есть животное, к животному ревнует, понимаете? Если есть ребенок, к ребенку ревнует. Ну, это он собственник. Вот опять же, вот эта привязка, сильная привязка. Ревность он свою, знаете, как себе оправдывает. Он говорит: ну, это же моя женщина, да, значит, она должна принадлежать только лишь мне одному, да, и как можно больше времени мне уделять. Ну, как по-другому? Ну, я там могу там с пивом футбол смотреть, либо с друзьями развлекаться. А она не, она должна быть всегда вот прям со мной, в кармане у меня сидеть, да, и на меня смотреть с обожанием, с открытым ртом. Да, такой, смотрите, какой мальчик с сюрпризом оказался. Еще и не с одним. Так, еще он от вас скрывает какую-то неуверенность. Неуверенность в себе
в своих возможностях, и он у вас немножко как, не знаю, фаталист, что ли, выходит. Понятно, что не у всех прям так жесткий фаталист выйдет, но у кого-то прям выйдет. Он верит в судьбу, он верит в фатум, но прилюдно он никогда в этом не признается. Он будет над этим скорее смеяться, причем заливисто, громко, и говорить: ха-ха-ха, это типа для дураков, такого не бывает. Да, что такое судьба, что такое фатум, не-не-не. А на самом деле очень верит. А еще отыграет у кого-то, что прям в примету очень верит. Знаете, там черная кошка, женщина с пустым ведром, там ласточка низко летит и прочее. Ну вот есть такое. Он верит, причем верит на полном серьезе, но как бы этого стесняется, наверное, и предпочитает это высмеивать. Когда вы там что-нибудь делаете, то он такой: ха-ха-ха, хи-хи-хи, зачем ты это делаешь, что все там ерунда. А сам-то верит, девчонки, очень верит. И он, кстати, боится, что вы, сейчас по секрету, да, такой инсайт, что вы его, скорее всего, как приворожили, да, навели на него морок, зачаровали мальчика. Вот. Ну, как бы он этим даже себе объясняет вот эту привязанность безумную к вам, что ну не может быть так, чтобы я привязался. Нет, это точно она что-то сделала. И он, кстати, ну, на полном серьезе вас подозревает, что вы явно обладаете неординарными экстраспособностями, которыми его вот каждый день гипнотизируете и привязываете к себе. Он этого боится, кстати. Он этого действительно боится. Он в это верит, и он этого боится. Вот. Вы для него уж слишком какая-то невероятная. Он говорит: ну как, не бывает же таких, ну как это не бывает? Ну я же не такой. Значит, что-то не так с ней, что-то с ней не то. Да, и я вам еще вот такую вещь скажу. Опять же, не у всех, а у кого-то отыграется, что он у вас ходит по всяким бабушкам, по знахарочкам, по всяким там магам, колдунам и даже тарологам с целью вот снять этот ваш приворот. Да, девчонки, да, у кого-то прям вот мужчина бегает, деньги носит, понимаете? Нет бы там вам что-то купить, подарить. А он вот это вот, значит, этой хренью занимается, бегает, чтобы приворот с него сняли. Ну, не так, чтобы прям разлюбить вас, нет, но чтобы хотя бы вот эта привязка ушла. Не понимает он, глупенький, что это не привязка, а это называется любовь. Любовь, вот, понимаете, любовь настоящая, сильная, первая. Да, девчоночки, вы первая любовь в его жизни. Вот такая прям полноценная, взрослая, осмысленная любовь. Юношеские всякие там эти вещи я не считаю, потому что там, ну, в основном гормоны играют. А здесь уже, знаете, как осознанное все идет. Даже если мужчина прям молод, все равно осознанное. Так, еще какие чувства скрывает? Еще есть страх. Страх, как упасть в грязь лицом. Ну вот опозориться, да? Опозориться, пообещать и не сделать. Либо быть не в состоянии, не в ресурсе. Скорее речь идет о более серьезных поступках по отношению к вам. Ну, допустим, если вы смотрите на парня, который вам нравится, да, симпатия, может, встречаетесь, он боится семьи, да, он боится, что он не потянет, что он будет неполноценным, недостойным мужем. Он боится, что не сможет обеспечить семью, обеспечить вас. И вдруг, упаси Господь, придется, например, там, у вас деньги брать, да, либо вы там свои деньги будете тратить на содержание семьи. Это ж такой позор, это ж такой ужас, это ж все, понимаете, как печать проклятого, да, что как ты так мог не рассчитать свои силы. Еще он боится, если вы, например, уже в паре в браке, то он боится скорее каких-то серьезных поступков в плане там завести еще одного ребенка, да, либо в принципе ребенка завести, может быть, ипотеку взять. Страхами он полон. И прям самое вот ужасное, то, что он боится в грязь лицом упасть, то есть позора боится. Но это тоже какой-то комплекс, и я так понимаю, что он еще там с детства у него как поселился, так и живет, процветает, растет вместе с ним. Это тоже к специалисту, и, конечно, это нужно прорабатывать, потому что это портит качество жизни и качество ваших взаимоотношений.
То есть вы на него смотрите, вы думаете, что он не хочет звать вас замуж, он не хочет детей, да, заводить, либо еще одного ребенка не хочет, он не хочет там расширять вашу жилплощадь. А на самом деле он боится, девочки, все он хочет, он просто боится, и вам в этом не признается. Он находит там 1000 аргументов, почему нет. Вот. Но все они глупые, и все они несостоятельные. На самом деле это страх. Страх, что я не вытяну, что я не смогу оплачивать, что я не смогу достаточно зарабатывать, что я не смогу, опять же, вас содержать. Да? Вот это есть. Это присутствует. Еще, кстати, помимо такого страха, у него есть страх, почему-то как слово, да, слово не сдержать. Кстати, не только перед вами, но и, например, перед друзьями, что его там назовут, чепушилой, например, да, скажут, вот там слово не держишь, непорядочный ты человек, да, будем мягко говорить, как правильно, культурно. Есть такой страх, он, кстати, его очень сильно подводит. Когда вы замечаете, что он там прям перед своими друзьями там стелется ковриком, это не потому, что он так сильно любит своих друзей, это потому, что он боится, что его вот начнут там высмеивать, и либо посчитают, что он прям человек, который не держит слова, да, культурно. Вот этого он боится. Это нехорошо. Это нехорошо. Очень даже, кстати, нехорошо. Кстати, может быть, поэтому вы часто ругаетесь. Либо конфликтные какие-то моменты происходят. Опять же, друзья могут его подбивать на всякие вещи, которые ему неприятны. Допустим, пойти там с девчонками в сауну. Да? Друзья такие, ты что, не мужик, типа, ты что, там, компанию не поддержишь, ты что. Да? Либо уехать там куда-то с ночевкой, типа на рыбалку, а может быть и без буквы «Р», да? Пойти, может быть, на какие-то спортивные там мероприятия, сделать ставки, может быть, кстати, играть, да? Если у кого-то мужчина играет, он не игрок по природе, он просто заложник вот этого страха, что там ребята посчитают, что я там слабак, не смогу, не могу и прочее. И пьет, возможно, он тоже по этой причине, потому что есть там алкаши в его компании, которые, ты что, не мужик, ты что, не выпьешь, да? Вот. А и он такой, не, я мужик, конечно, я выпью. Вот это тоже момент мне не нравится. Но он его скрывает, он говорит, вот я такой. На самом деле нет, он не такой, он нормальный. В этом плане он нормальный. Он за границы, он за, знаете, более как здоровенький образ жизни, за правильный образ жизни. Но вот эта компания, друзья, вот, которые его окружают, они его, конечно, тут во все тяжкие толкают. Но я думаю, что вы этот вопрос решите. Вам он тоже очень, кстати, покой не дает. Да? Вам не нравится эта ситуация. Я думаю, что вы решите. И он будет рад. Он будет рад этому. По крайней мере, у него будет как оправдание перед этими парнями. Он так и скажет, мне жена запрещает, да? Либо мне любимая запрещает. Вот. Он будет на вас ссылаться. Кстати, возможно, уже ссылается. Так, еще мне показывают какую-то женщину, которая якобы о нем что-то знает. Да, может быть, какой-то компромат на него имеет. Может быть, она, давайте так, да, женщина из его прошлого. Из его прошлого до вас была, либо, может быть, даже как он с ней что-то имел, вместе жил, либо в браке был. Вот она ему чем-то угрожает. Либо она шантажирует его. И он очень боится, что вы про это узнаете. Не могу сказать, что он настолько это сильно спрятал, он просто, вот видите, закрыл, как сундук такой положил, там замками обвешал. Не подходите, злая собака. Там есть что-то. И он постоянно у нее, как во служении, находится. Вот вы думаете, почему он общается с бывшей, да? Либо почему он там с какой-то женщиной общается. Потому что она его шантажирует, а он вам не признается и не признается. Потому что стыдно, потому что это прям что-то такое, на его взгляд, что простить нельзя, да, что вас от него навсегда, вот раз и навсегда отвернет. И знаете, это чревато на самом деле. Для вас эта женщина очень серьезный раздражитель. Опять же, это не у всех такая ситуация, у кого-то конкретного, это общая отсыпка. Для вас эта женщина раздражитель,
но вы не знаете истины, да, почему так происходит. А я вам говорю, она его шантажирует, либо угрожает ему чем-то. Хотя, в принципе, это одно и то же. Тут скорее надо с этой женщиной разговаривать, через нее выяснять. Вот. Ну, а потом уже по факту ему сказать, что а я все знаю, ничего тут такого прям нет, да, непростительного. Вот. Все, прекращай с ней общаться, все нормально, проехали. Так, девочки, вот вижу, что есть у меня такие девчонки, которым мужчина еще не признался в любви. И вы, наверное, слушали меня и думали, ну как же так, да? Ни разу не сказал, ни разу ничего не сделал. А я вам объясню, почему. Мужчину настолько переполняют чувства, что они, вот, я уже говорила, да, пугают. Он не понимает до конца, что это, да, как это работает, что с этим делать. И он много раз пытался вам признаться, и каждый раз, вот в прямом смысле слова, у него язык либо в глотке застревал, либо к небу приклеивался. И вот прям тужился, пыжился и так и не смог. Здесь много было попыток, не одна, и не две, и даже не три, было гораздо больше. Были очень классные романтические моменты, но не смог, просто не смог. Понимаете, настолько чувство волнения. Это называется волнение. В вашем присутствии он испытывает чрезмерное волнение. Вы вот присмотритесь, он даже немножко как краснеет, а у кого-то наоборот бледнеет. Опять же, это зависит от его давления. Есть такое, волнуется, каждый раз как в первый раз. Каждый раз как первый раз. А у кого-то даже вот прям комичная ситуация была, хотя она комично-трагичная, когда мужчина прям алкоголем так заправлялся и думал, вот сейчас скажу, да, выпью, осмелею, скажу. И просто в зюзю упивался и так вам ничего не говорил. Да. Ну, здесь оправдание только одно, это любовь к вам. Любовь сильная и настоящая. Ну, и опять же, не спешите радоваться. С таким вот неврастенником, а он явно неврастенник, здесь еще и может, знаете, как и в отказ пойти. Он будет любить вас вечно, но он будет избегать встречи с вами. Ну, потому что он боится, его пугает это все. И он в вашем присутствии просто сам не свой. Представляете, какое-то напряжение идет? А мужчины в этом плане, они более слабы, чем женщины. Так что, видите, тут палка о двух концах. Ой, девочки, работать над этим мужчиной. Надо работать, надо над ним работать, надо с ним работать и пытаться ему помогать. Вообще у меня такое впечатление, что вы не просто так встретились, что здесь явно какой-то замысел судьбы, чтобы вы его немножечко, может быть, подтянули до своего уровня, задали ему планочку. Может быть, помогли в какой-то степени раскрыться, преодолеть какие-то свои страхи. Вообще у вас тут такие знаки, возможно, только вы и сможете ему помочь. Раскрыть. Представьте, что он маленькая жемчужинка, прекрасная жемчужинка, в большой такой раковине закрытая. И надо раскрыть эти створки, чтобы эта жемчужинка, она блеснула, да, в лучах солнца. Вот его именно так вам показывают. Жемчужинка. То есть, если этому мужчине помогать, раскрывать, то он очень здоровски может поменяться, трансформироваться и стать именно тем мужчиной, о ком вы, например, мечтали. Либо, знаете, в принципе, таким хорошим, желанным мужчиной. Там, мечта любой женщины. Вот. Но если все оставить как есть, видите, все-таки страхи, комплексы, они перевешивают. Вот как, не обидно, да, это все звучит, но вот страхи перевешивают. Плюс вижу, что вы тоже в каком-то напряжении по поводу него находитесь. Не до конца, может быть, понимаете, что с ним происходит. Может быть, вообще какая-то, знаете, на ваш взгляд, игра странная, и вы не готовы в нее играть, потому что правил не знаете. Но это не игра, это жизнь. У него действительно комплексы и страхи. И, грубо говоря, в детстве он их не проработал, никто не помогал, либо никому не было дела до него. Вот. Теперь вы прекрасная женщина, которая все может поменять. Главное, чтобы у вас было желание этому мужчине помочь. Он, конечно, будет сопротивляться, но вижу вас очень сильной личностью. Вижу, что вы можете справиться. Если мы посмотрим в венце, здесь так и показано.
вы видите и знаете больше, чем другие. И вот он сидит спиной к вам, а вы ему голову исцеляете. Видите, ручки так накладываете на него и исцеляете ему голову. 9 у вас в голове. То есть у вас все есть для этого, для того, чтобы его исцелить. Правда, надо заморочиться. Вот если есть желание, вы ему поможете, вы его нормальным сделаете. Если у вас не те отношения, и вы такая, ну зачем мне голову морочить, тогда он вам вот таким поведением совсем скоро надоест, и я думаю, что вы сделаете радикальное, вернее, не сделаете, примите радикальное решение. Все в ваших руках, понимаете? А мужчине нужна помощь. Любит вас и любит очень сильно. Вы единственная женщина, которую он полюбил. Полюбил, понимаете? Вот вы одна и на всю жизнь. Вот любовь к вам. Будете вы вместе, не будете вы вместе, он будет вас любить до последнего своего вздоха. Но из-за вот этих всех комплексов и страхов он может просто ваши отношения топить, да? Не желая того, понимаете? Он просто раб своих комплексов и раб своих страхов. Хотя внешне нормальный, полноценный мужчина. Да? Внутри же, да, не видно, что у него находится. И то, что вы попали на эту отсыпку, возможно, вы мучились вопросом, да, по поводу мужчины, его поведения, его каких-то поступков. Ну вот, высшие силы вам все объяснили. Мои хорошие, берегите себя, будьте счастливы. Спасибо вам за внимание. Всем пока-пока.